Строительство новой школы в селе Южное началось в марте этого года. Работа выполнена на 30%. Каркас здания практически завершен. Сейчас бригада занята кладкой наружных стен второго этажа. Со слов начальника участка, по срокам они успевают. Мы сейчас в ближайшие недели-две перекроем 2 блока кровли. И сразу у нас сейчас в субботу выходит бригада электриков, вслед за ним пойдут штукатуры. Пока погода позволяет, все, что возможно, план отделочной работы нами будет исполнен. На постройку школы отведено 2 гектара земли. По плану в здании предусмотрят 17 учебных классов, также столовую, большой спортзал, библиотеку и учительскую. На объекте задействовано более 30 рабочих, начиная от кровельщика и заканчивая маляром. Скоро закончат и с коммунальными сетями. Впереди еще несколько этапов строительства. Бригада работает в штатном режиме. Воду подвели, не площадочная сеть, а вопрос по газу и по свету пока остается открытым, пока мы работаем по временной схеме. Здесь предусмотрен стадион в комплексе с футбольным полем, беговыми дорожками и 3 площадки, игровые и спортивные. В общем, все, что необходимо для школы, для учащихся, для персонала, педагогов, все здесь предусмотрено. Ежедневно посещает стройплощадку директор будущего общеобразовательного учреждения Марьям Гатиева. По ее словам, открытие с большим нетерпением ждут как ученики, так и весь коллектив. В селе только одна школа, которая построена еще в советское время. Из-за нехватки мест и плохих условий процесс обучения не охватывает все стороны. В новом учреждении таких проблем не будет. Мы с 1985 года находимся в приспособленном помещении. Условий, требованиям не соответствует наша школа. У нас таких условий в данной школе нет. Ни актового зала нет, ни спортзала нет. Здесь есть все условия, чтобы ребенок всесторонне развивался. Контрактная стоимость 316 миллионов рублей. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 320 мест. Заказчик – Министерство строительства Ингушетии, представители которого также контролируют ход работ. Лимит этого года на объекте освоен. Несмотря на это, подрядная организация ООО «Капитал» продолжает выполнять работы без остановки. Мы будем решать вопрос финансирования для опережающего финансирования с федерального центра. Надзор осуществляет также управление капитального строительства. Наш представитель каждодневно находится здесь на объекте, никаких отставаний от графика нет. Наоборот, у нас идет опережающее выполнение. Оперативное выполнение составляет даже 32-33%. Ход строительства общеобразовательных учреждений на постоянном контроле держит и глава республики. По словам Махмуда Али Калиматова, именно такие новые современные учебные объекты помогут улучшить качество образования наших детей. Мы должны создавать условия, те, которые бы позволили детям учиться, учителям отдавать знания, а родители, чтобы после школы ребенка встречали и видели, что он не удручен, не уставший, а он просто счастливый, потому что ему дают знания. Объект возводится в рамках национального проекта образования, который инициирован президентом страны Владимиром Путиным. С условиями, созданными в новой школе, учащиеся и педсостав начнут знакомство уже со следующего учебного года. Малика Измайлова, Султан Магушков, Новости 24.